Дагестан. Удивительное место, удивительные люди, уникальные народы. Республика контрастов во всех смыслах. Огромные горы и порожистые реки с одной стороны, и степи, и море с другой. Но жизнь людей там тоже контрастна. С одной стороны, имеет место быть лютейшее беззаконие, к которому там местами настолько люди привыкли, что уже не обращают внимания. И с другой стороны, просто отчаянный героизм дагестанцев, которые даже жертвуют своими жизнями во имя справедливости. Вот недавние события в Тарках, это пригород Махачкалы, красноречиво об этом свидетельствует. Если кто не в курсе, это дело о наркоторговле и убийстве двух парней, которые, собственно, и боролись с ней. Не устаю повторять, республика уникальна. И я еще немного там, где был, но каждая народность Дагестана, каждое село республики оставили неизгладимый след в моей душе. Кстати говоря, коренными малочисленными народами Республики Дагестан в 2000 году официально призвано всего лишь 14 народов, но на самом деле, естественно, их там намного больше. Так вот, я хочу сделать отдельный плейлист, где буду рассказывать о своем знакомстве не только с коренными народами республики, но и со всеми малочисленными народностями, как, например, генухцы, которые имеют всего лишь несколько сот хозяйств, но у них своя культура, своя история, свой язык, который уже не понимает даже в соседнем селе, который находится там в 10 километрах от них. Конечно, хочу рассказывать больше о их современной жизни и, конечно же, о своих впечатлениях. Ведь Дагестан, как и в целом весь Кавказ, это для меня прежде всего настоящий ковчег, островок, который спасает культуру и историю, и языки многочисленных народов. Поэтому, друзья, поддержите мою идею, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. А кто не подписан, проверьте, чтобы был включен колокольчик. И, конечно же, пишите комментарии со своими мыслями, информацией и фактами и дополнениями. И я начну с севера Дагестана, с Ногайского района. И, дорогие дагестанцы, обсуждая вместе со мной народности республики, желаю вам помнить, что сильны вы только все вместе. И каждая уникальная культура уникального народа призвана воспитывать лишь положительные качества людей. В общем, погнали! Основная область расселения ногайцев – это территория Ногайской степи, охватывающая часть Дагестана, Чечни и Ставропольского края. Я сейчас нахожусь в Кузбассе, на юге Западной Сибири, и когда я въехал в Ногайский район Дагестана, в какой-то степени я будто оказался дома, ведь ногайцы очень схожи внешне с шорцами, здешним, здесь в Сибири, коренным народом. И у них общая алтайская языковая семья, и вот с ними я здесь бок о бок рос все детство. Но прежде всего, чем отличается ногайцы от местных здесь шорцев, или, как говорят, кузнецких татар, это, конечно же, вера. Ногайцы Дагестана – это мусульмане суннитского толка, но, я думаю, конечно же, бытуют и домусульманские верования, почитание явлений природы, культ предков, это тоже очень интересно. И это не успел изучить, к сожалению, я совсем недолго был среди ногайцев, и цель моя была, кстати говоря, не знакомство с их культурой, а цель была помочь. Об этом чуть позже, а сейчас просто расскажу о своих впечатлениях. Ногайцы на самом деле очень сплоченный народ, и даже в сравнении с другими народностями Дагестана, как сказал один мой знакомый дагестанец, друг нагаец не позволит одному своему геройствовать, они быстренько соберутся и все в помощи, и вместе уже решат проблему. Конечно же, религия ислам очень помогает им сохранять и свои устои, и в целом себя как народ. Как известно, алкоголь неприемлем в исламе, а как мне рассказывали, пить с ногайцами бывает то еще приключение. Возможно, так оно и есть, поскольку я вижу, как здесь ребят шорцев, тоже тюркский народ, алкоголь просто выжигает и уничтожает. И, к большому сожалению, у них нет такой защиты и опоры, как ислам, который есть у ногайцев, и который сдерживает их еще от многих других пагубных привычек. Что я увидел там в селе? Ногайцы хозяйственные люди, у них добротные дома, много домашней скотины. Инфраструктура местами, конечно, не очень, но люди здесь, в отличие от многих других людей, не сидят на месте, а требуют себе должного отношения со стороны властей. И как там, например, абсурдная ситуация с подведением газа в село Баранчи Ногайского района Дагестана. Кто не смотрел видео про это село и про эту проблему, обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании под роликом. По этому делу на днях от местных жителей пришло ко мне аудиосообщение, которое просили осветить и тоже выложить на канале, дабы зафиксировать обещания высокопоставленных чиновников. И то, что люди им вновь поверили и все-таки ждут разрешения этой проблемы от них. Добрый день, Олег. Это Мурат. Помнишь, с Ногайского района, села Буранчи, Республики Дагестан. 2-3 месяца тому назад мы здесь готовили ролик
по газификации нашего села. Я хотел бы сегодня сообщить тебе очень радостную новость, что в решении проблемы этой у нас намечаются какие-то сдвиги. Сегодня утром мне позвонил глава нашего района Мухтарбей Кошмамбетович. Он сказал, что мне надо позвонить министру экономики, и отправил мне его номер. Я позвонил министру экономики Руслану Алиевичу и поговорили насчет проведения внутрипоселковых газовых сетей. Он сказал, что в этом году обязательно у нас будет газ. Конечно же, я сказал, что это мы слышали еще и в 2014 году, когда мы побывали в составе делегации нашего села у министра, бывшего министра Раюдина Юсуфова. Он тогда, на это мне он сказал вот такие слова. Все эти сказки, которые раньше вы слышали, я превращу в быль. Вот это слова министра, нынешнего министра Руслана Алиевича. Я у него спрашивал по времени, когда же он планирует у нас начинать вот эти работы по газификации нашего села. Он сказал, что в апреле месяце начнутся работы по тендеру. Это будет может длиться 2-3 месяца. Приблизительно в августе, в сентябре месяце у нас начнут газификацию. И сказал, что в этом году они это завершат. Сказал, что в нашем селе 6,5 километров надо проводить внутрипоселковые газовые сети. Кроме этого, сказал он, что в нашем соседнем селе Кумбатар тоже будут проводить. Вот с такими радостными новостями я делюсь с тобой, Олег. Спасибо тебе за то, что ты оказал нам такую помощь. И, к слову сказать, эта проблема с газом на самом деле более страшна, чем может показаться на первый взгляд. Не секрет, что в Ногайском районе идет нещадное опустынивание земель, кое-где даже вводится режим чрезвычайной ситуации. И вот местные властители, не знаю, возможно, они заложники ситуации, но факт остается фактом. Вместо того, чтобы всеми силами решать проблему уничтожения их родных земель, они, лишая газа населения, провоцируют людей на вырубку и так редких там лесополос, поскольку без газа и дров люди рискуют там просто-напросто замерзнуть. А вырубка кустарника и деревьев, как вы понимаете, одна из главных причин осушения земель. Вот такая небольшая история. Напоследок хочу пожелать ногайскому народу благополучия. Хотелось бы, конечно же, еще раз там побывать, поснимать уже местный краеведческий музей и ближе познакомиться с ногайской культурой. Вы были на YouTube-канале Дикий Краевед. Всем до скорой встречи. Спасибо.